Мы продолжаем эфир информации о лесопожарной обстановке в регионе. В центре внимания остается Верхоянский район. В настоящий момент угрозы населенным пунктам нет, но существует вероятность возникновения новых очагов в связи с наличием торфяников, отсутствием водоемов, усилением скорости ветра, повышением температуры атмосферного воздуха и отсутствием осадков. Также отмечается, что использование самолета Б-200 в Верхоянском районе нецелесообразно, так как самолет набирает воду только с прямых рек, озер, без поворотов протяженностью не менее 3-4 километров. На тушение лесных пожаров в районе используются только вертолеты для работы вспомогательной силовой установки, переброски сил и средств. Борются с огнем как при помощи этой техники, так и вручную. Главная задача – не допустить появления огня вблизи населенных пунктов. В настоящее время два лесных пожара действуют у поселка Батагай и села Тамтор. Еще раз повторюсь, что угрозы нет. Задымленность в поселке Батагай нормализовалась. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ не превышает нормы. А более подробно о ситуации как в регионе в целом, так и в отдельно взятых районах нам готов рассказать руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир Иванов. Владимир Алексеевич, передаю вам слово. Здравствуйте, Василий. По оперативным данным на 17 часов 7 августа текущего года в Государственном лесном фонде на территории 21 района зарегистрировано 116 лесных пожаров на общей площади 916 гектаров, возникшие преимущественно от грозовых разрядов. По 15 лесным пожарам, действующим на территории 9 муниципальных районов, проводится работа по тушению. Из них локализовано 4 лесных пожара на территории 4 районов. На тушение пожаров всего задействовано 681 человек. Это работники пожарной службы 308 человек и местное население 141, лесничество 6, лесопожарные химические станции 114, работники МЧС 110 и арендаторы 2. Кроме этого 78 единиц техники. Работа авиации на патрулировании 5 воздушных судов на территории 7 муниципальных районов, 3 вертолета на тушении. В зоне контроля действует 101 лесной пожар на территории 915 тысяч гектаров по 13 муниципальным районам, тушение которых приостановлено решением КЧС. Всего с начала пожароопасного периода в зонах контроля зарегистрировано 954 лесных пожара на общей площади 2749, 2 миллиона 749, извините. В настоящее время динамика тушения пожаров выглядит следующим образом. За последние 3 сутки ликвидировано пожаров на 3000 га. По данным ФГБУ Якутский гидрометцентр, класс пожарной опасности в лесах на 7 августа, 5 класс сохраняется на востоке Алданского района, высокий 4 класс сохраняется в Ленском, Алекминском, Жиганском, на юге Тампонского района, на остальной территории класс пожароопасности не выше 3. Василий. Владимир Алексеевич, а сколько именно воздушных судов привлечены к тушению? Так, на территории республики работают 2 воздушных судна Ми-8, водосливными устройствами емкостью 5 кубических метров. Кроме этого работают Б-200, также 2 единицы Б-200 самолет-амфибия. По хронологии со 2 по 4 августа борт был задействован на тушении лесного пожара 7А, расположенного на территории Усть-Алданского района. Произведено 53 сброса, 309 тонн воды. Кроме этого, 4 и 7 августа борт был задействован на тушении лесного пожара. Это уже 2-й самолет-амфибия, расположенный на территории Сунтарского района. 4 слива, 12 тонн воды. На территории республики, кроме, как я отметил, что работают 2 самолета Б-200 амфибия. Сегодня, самолет отрабатывал работу, в Сунтарском районе. Завтра планируется работа в поселке Пеледой Ленского района. В настоящее время угрозы объектам экономики и населенным пунктам не имеется. Василий. Владимир Алексеевич, спасибо. Информацию о работе противопожарных структур нам предоставил руководитель лесного надзора и охраны лесов Минэкологии региона Владимир Иванов.
Актуальную лесопожарную обстановку мы обсуждаем каждый будний день в 18:15. Встретимся с вами завтра в это же время. Я же пока прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.